Всем доброго дня, дорогие слушатели. Сегодня прямой эфир передачи «Якут сегодня». И тема сегодняшнего эфира про проект «Обнимаю сердцем». Особенно мы сегодня будем обсуждать про ВОРДИ, Всероссийское общество родителей детей с инвалидностью. У нас сегодня режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. И дайте, пожалуйста, позволить мне представить наших гостей. Сегодня у меня в эфире сопровождает меня в этом интересном дне Олеся Кондратьева. Она председатель регионального отделения Всероссийского общества родителей детей с инвалидностью. Она сегодня у нас нашла время, за что я на самом деле очень благодарна, потому что тема очень интересная. И в гостях у нас также еще Мира Михайлова. Она у нас общественный деятель и также является организатором мероприятий проекта «Обнимаю сердцем». Так, давайте начнем. Давайте. Здравствуйте. Да, я бы хотела начать с Миры, потому что думаю, что всем будет интересно вообще, что такое проект «Обнимаю сердцем». Я давай немножко вкратце расскажу о нем. Проект «Обнимаю сердцем» инклюзивный. Он начал свою работу с октября прошлого года. Мы так мощно, классно запустились. Для чего нужен этот проект? Этот проект нужен для того, чтобы работать, помогать людям, не только людям, но в смысле и детям, да, с инвалидностью, коммуницировать, да, то есть чтобы они как-то их выводить, да, из дома. Мы проводим мастер-классы, мотивационные семинары, и я бы хотела попросить Миру, чтобы она вкратце, как организатор мероприятия, рассказала, какие уже у нас мероприятия прошли. Всем здравствуйте. Меня зовут Михайлова Мира. Хочу вкратце рассказать, как вообще я пришла в этот проект. На меня вышла руководитель, идейный вдохновитель данного проекта Анна Александровна Федорова. Она мне позвонила, я приехала только тогда с отпуска, я помню. Позвонила с таким предложением. Мирочка, давай организуем этот проект. Я тебя хочу поставить как координатор мероприятия, так как у меня достаточно большой опыт. Я раньше работала в окружной администрации города Якутска, проводила мероприятия на городском уровне. Поэтому у меня есть опыт и небольшие такие связи, так скажем, да. Я сначала не поняла, что вообще, о чем суть этого проекта. Мы с ней встретились, она мне примерно рассказала, и я, даже не думая, согласилась принять участие в данном проекте. Он очень интересный, потому что у меня, в принципе, был опыт ранее. Мы проводили благотворительный такой проект, называется он «Сладкий кусочек добра», где мы помогали малоимущим семьям. Да, это был вместе с Еленой, да. 2017 год. Да, так интересно то, что Анна Александровна нам постоянно говорит о том, что случайности не случайны. Мы с Еленой проводили данный проект, и спустя 5 лет мы опять встретились. Да, чтобы объединиться. Чтобы объединиться, да. На самом деле у нас по результатам 5 месяцев, наверное, прошел ряд таких мероприятий, как мы провели 2 уже кулинарных мастер-класса на базе кулинарной студии Food Life. Спасибо большое, хотим сказать, руководителю кулинарной студии Кюней Лугиновой за ее открытое сердце, за то, что она, несмотря на свою занятость и занятость вообще в студии, выделила нам время. И также хотим выразить огромную благодарность шеф-повару Поисеевой Майе, которая деткам все объясняет, все показывает, она с ними общается. И самое, знаете, что классное, да? Самое классное то, что в конце мастер-класса детки хотят связать свою жизнь именно с кулинарией. Это, наверное, самый такой важный момент, то, что есть результат, что дети открываются. Потому что мы проводили первый мастер-класс для детей из речевой школы, да? Детки, то есть второй мастер-класс проводили для детей из речевой школы. Детки, конечно, были детки, которые выделялись. Были детки, которые молчали. То есть мы должны были раскрыть детей, да, чтобы они, каждый попробовал замешивать тесто,
Каждый ребенок попробовал украсить кремом капкейк. Я так поняла, что там что-то несложное, да, вы готовили? Да, вообще, получается, первый мастер-класс мы готовили пиццу и молочный коктейль. А буквально недавно мы готовили капкейки. Капкейки – это такие пирожные, украшали их кремом, клубничкой, вот, и готовили также молочный коктейль. Очень вкусный мастер-класс. Да, Олеся тоже принимала участие, приходила. Расскажи, пожалуйста, впечатления. Мы принимали участие в первом мастер-классе. На самом деле впечатления очень положительные. Всем детям нравится. Детям вообще нравится, в принципе, кушать и готовить тоже. У всех детей получается. Там очень понятная и комфортная такая атмосфера. На самом деле детям не хватает именно вот таких мастер-классов. А что им нравится там больше? Им нравится быть в какой-то новой компании, или им нравится общаться, или что-то новое узнавать? Как вы думаете? Все вместе, мне кажется. Все вместе, да. Они общаются, они видят результат того, что они сделали. На самом деле это вкусно. И потом, прибегая домой к родителям, они могут поделиться тем, что, может быть, некоторые родители не умеют делать. Да, просто, кстати, вы знаете, я заметила, да, вот еще такой момент, когда ребенку говоришь о том, чтобы он подошел к тому же миксеру, да, и начал смешивать все ингредиенты, вот, они чувствуют какую-то ответственность. Вот. Потом в конце мастер-класса обязательно шеф-повар задает вопросы, чему они научились, свои впечатления, естественно, дети, они получают все уходят, обратную связь. Да. Здорово. А какие еще были мероприятия, помимо мастер-класса по кулинарии? Самый такой, наверное, большой и трудоемкое мероприятие, это вот в декабре прошел не отчетный концерт, а вот именно посвященный декаде инвалидов прошел концерт. Да, на сцене у нас выступали там звезды эстрады. Вместе с детьми с инвалидностью. Не только дети, на самом деле, выступали, там и взрослые. И это было просто потрясающе, потому что когда мы вышли, то есть не вышли, а когда смотрели на сцену, начали выступать ансамбли неслышащих. И они танцевали просто потрясающе. Они слышали музыку, такт, это было так классно. И еще было там жестовое пение, то есть там выступала певица Сахая, потрясающая просто. На самом деле спектр эмоций был разный, да, и люди плакали, они ощутили не знаю, до глубины души, для чего вообще этот концерт создавался, да, для того, чтобы люди понимали, насколько дети с ограниченными возможностями, да, могут себя проявить, насколько они талантливые, насколько они способные. И детки, мне кажется, они сами ощутили себя звездами, да, в этот вечер. И наш проект нацелен на то, чтобы дети себя чувствовали адаптивно, что они, получается, проявляли свои таланты. В общем, это, наверное, самое главное. И я, как координатор мероприятий, да, заметила то, что каждое мероприятие, каждый мастер-класс и мотивационный семинар, который мы проводим, он дает результаты. Он дает результаты, это самое главное. То есть у нас не разовые какие-то мероприятия, провели и все на этом, да. Нет, у нас каждый месяц проводятся и мотивационные семинары с самыми классными спикерами, да. Проходил, получается, у нас Анастасия Диадорова, она подключилась с Москвы, у нас на базе смарт-библиотеки, спасибо им большое за свою площадку, они нам все подключают, готовят, да, зал. Прошел такой мотивационный семинар, просто вдохновилась я этим. Да, он, кстати, был самый первый, и он прям такой хороший толчок дал для нашего проекта. В январе у нас тоже прошли мотивационные семинары от Степаниды Артахиновой с элементами мастер-класса по стрельбе из лука. Если зрители не знают, да, кто такая у нас Степанида Артахинова, я даже зачитаю, потому что я не могу все регалии запомнить. Двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр, чемпион мира по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России, чемпион и рекордсмен Европы и России Степанида Артахинова. Мира, молодец, ты подготовилась сегодня. Каждый желающий смог пострелять из лука весом 10 килограмм. Да. И плюс еще у нас, кстати, я, можно, немножко расскажу, эту историю. Вообще, наши эфиры, посвященные этому проекту «Обнимая сердцем», ведет Анна Александровна Федорова. Но
в феврале мне досталась эта честь. И в январе месяце она меня пригласила сюда как гостя, то есть как организатора мероприятий. Эфир этот посмотрела моя хорошая знакомая. Она прилетела, как раз находилась в это время в Якутске и вышла на меня с предложением, да, то есть помощи, и она вот стала нам нашим ангелом добра. Это Милена Шадрина, это московский стилист, достаточно известный, она работает со звездами там, и она провела мотивационный семинар и мастер-классы. Мы прям ездили в коррекционную школу, и прям детям понравилось очень. Здорово. Вот. Да. А это о том, что как раз-таки случайность не случайна, да? Да. Вот. Так, что у нас еще было, да? Ну, это у нас январь такой, да, был тоже активный, насыщенный. В прошлом году мы еще проводили мастер-класс. Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек у нас был. Да, в декабре, такой тематичный. Да, тематичный, очень тоже хорошо прошел. На самом деле, потом родительский клуб у нас был, да? Выступала у нас Олеся Эдиковна, но она расскажет это все попозже немножко. Да. Так, что у нас еще было? Канистерапия была у нас Нина тоже. Данилова у нас, топовый визажист в городе Якутске. Она проводила уроки «Праздник творчества и красоты». Ее мастер-класс был, кстати, очень популярный, там прям Вот очень ее много детей шикарные набралось. образы на концерте были просто незабываемые. Да, Да. Дети проявили себя во всей красе. Я была за кулисами, видела детей. Они были такие красивые, просто безумно счастливые. Фотографировались друг с другом. И вообще, конечно, вот эти эмоции, это того стоит, конечно, однозначно. Отрадно, что в нашем проекте участвуют такие талантливые люди. Они выкраивают свое время для детишек с ограниченными возможностями. И мы им очень благодарны, очень благодарны. Спасибо. Нинель, привет. Да, всем нашим ангелам добра мы передаем огромный привет. Что еще у нас? Кстати, мы вернемся к ангелам добра. Обязательно это будет у нас в третьем блоке, да. Буквально через несколько секунд, минут, да, наверное, мы уйдем на небольшой перерыв, буквально 2 минуты, и сделаю такой небольшой анонс, да, что у нас будет во втором блоке, да, то есть полностью мы будем рассказывать и обсуждать вот как раз-таки ворди. Для чего это, с чем его едят, почему он нужен и на самом деле почему он так важен в наше нынешнее время. Так что ждем, да? Ну вот мы наконец-то вернулись в наш эфир. У нас сейчас начнется очень такая интересная информация конкретно про Всероссийское общество родителей детей-инвалидов. И мы хотели бы попросить включить небольшой ролик для того, чтобы было наглядно видно. Большое счастье, когда в семье появляется ребенок. Однако для полноценной жизни ребенку нужна активность. Игры, учеба, общение, доступ ко внешнему миру. Тогда жизнь семьи будет полноценной и счастливой. Но что если ваш ребенок отличается ментально или даже физически, и радости жизни окажутся труднодоступны? Поддержка родных тогда будет особенно важна. Но как же внешний мир? Где найти поддержку за пределами семьи? Оказавшись в такой ситуации, бывает очень трудно действительно найти понимание среди тех, кто нас окружает. Особенно важна поддержка людей в похожей ситуации. Тех, кто сможет понять и на кого можно положиться. Потому что нас на самом деле совсем не так уж мало. В каждом городе есть особенные дети и особенные семьи. Поэтому мы создали ВАРДИ, Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов. Ведь кто, как не родители, знают, что нужно особым детям. Ранняя помощь от рождения до 3 лет. Социальное сопровождение семей и помощь по таким вопросам, как медико-социальная экспертиза, реабилитация, здравоохранение и образование. Доступная среда, включая спорт, культуру и досуг. Сопровождаемое проживание и трудовая занятость для взрослых инвалидов. Каждый родитель может связаться с ВАРДИ множеством способов. Позвонить, зайти на сайт, найти нас в социальных сетях, получить банковскую карту «Партнер ВАРДИ». У нас даже есть премия, на которой родители решают, кому сказать «спасибо». Где бы в России вы ни были, мы будем рядом, чтобы каждый ребенок мог обрести все необходимое для полноценной и счастливой жизни.
Вместе наш голос будет услышан. Классный ролик. Я на самом деле его смотрю уже не в первый раз, но он меня каждый раз завораживает. Да. Олеся, пожалуйста, расскажи. Я хочу сказать о деятельности «Враги». Да? Ну, из ролика, наверное, стало понятно, да, что это наша организация, она как взаимопомощь родителей. Целевая группа нашей организации – это дети с инвалидностью, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. На самом деле региональное отделение наше создано совсем недавно, в 2019 году. Я являюсь его председателем с конца 2021 года. И за 2022 год у нас было очень много побед, очень много, я не знаю, восстановлены права детей с инвалидностью вот в части питания. Много. А что вот, например, может быть, какая-то была самая запоминающаяся победа? Ну вот о питании детей с инвалидностью, да, мы много говорили нашим управлению образования, что не соблюдаются права, что кормят детей в школах один раз. Но мы как бы не были услышаны, потому что это было не подкреплено нашим... То есть, я извиняюсь, то есть там есть какое-то другое требование, да? То есть если, например, ребенок с инвалидностью, соответственно, другие, да, требования питания? Ребенок с инвалидностью по федеральному закону должен питаться в образовательном учреждении 2 раза. То есть обеспечивается 2-разовое горячее питание. Угу. Это у нас в республике не было соблюдено. Было вынесено представление. И как бы права детей восстановлены по факту сейчас во всех образовательных учреждениях. Это не только города Якутска, но и республики. Дети питаются 2 раза. Это большая заслуга, на самом деле. Я вас поздравляю. Здорово. Также мы сотрудничаем. У нас была очень хорошая акция. Я думаю, она была очень значимая для родителей детей с инвалидностью. Совместно с Министерством здравоохранения, благотворительным фондом «Хрысхал» мы организовали комплексный медосмотр для родителей. Обычно родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, забывают о своем здоровье. То есть они же вкладывают усилия в детей, ну и потом некогда. Детей же нужно с кем-то оставлять. И поэтому очень многие родители забывают о себе. И вот благодаря нашему Министерству здравоохранения получилось организовать такую акцию в субботние дни. Родители прошли комплексный медосмотр узких специалистов и по показаниям были направлены для более глубокого обследования. Здорово. А вот для того, чтобы, например, воспользоваться такой возможностью, что для этого нужно сделать? То есть нужно обратиться в РОДИ с предоставлением документов, да? Как это происходит? Вообще, чтобы в РОДИ обращаются с какой-то проблемой. То есть если мы работаем по обращениям, да, если у кого-то нарушаются права там, или сталкивается с какой-то проблемой даже в прохождении инвалидности, или либо еще какой-то другой, можно к нам обратиться, либо, если нет никаких проблем, и просто человек желает вступить в региональное отделение, у которого тоже есть очень много возможностей, нужно тоже к нам обратиться с заявлением. Заявление на вступление в региональное отделение. Угу, все, поняла. А можно поинтересоваться вообще, как вы вот пришли к этому направлению вблизи? Ну, в это направление я пришла, конечно, не просто так, наверное, как и все, кто приходит в это направление. У меня есть ребенок с инвалидностью, в процессе воспитания которого, естественно, мы сталкивались с некоторыми проблемами. И потихонечку как-то само по себе сначала благотворительный фонд «Хрысхал», потом там Вера Петровна открыла региональное отделение, она была председателем изначально. И вот само по себе как-то я и пришла. То есть интуитивно. Интуитивно. Да. Ну, направила, да, получается, судьба. Угу.
Понятно. А вообще сложно совмещать достаточно такую ответственную должность и маму, ну, роль мамы особенного ребенка? Но я думаю, одно без другого невозможно, да. То есть просто человеку, который не сталкивается с такой проблемой, никогда не сможет представлять интересы детей с инвалидностью. Да. Поэтому я даже думаю, что как растут родители, только тогда их дети будут Тоже меняться. меняться, да. Мгм. То есть это невозможно одно без другого. Получается, это ваша миссия, да? Помогать вот родителям и детям с инвалидностью. То есть это же такой, ну, колоссальная такая работа на самом деле. И параллельно воспитывать, ну, ребенка тоже с особенностями, там обследования плановые каждый год, предположим. Как вы это совмещаете? До сих пор не складывается. Это интересно. Я Нет, на самом деле... само собой, да. Да, я на самом деле еще немножко тут погуглила перед эфиром буквально по поводу значения имени. И посмотрела, что Олеся, оказывается, обозначает защитница. И это как раз-таки про то, что вот судьба направляет. Я и говорю, да? На что самом это её деле, я, если миссия. честно, не знала. Да? Да. Ну вот, как оказалось. То есть мир, Теперь да? вы знаете. Да, Олеся, оказывается, защитница. Вот. А вообще я знаю, что у вас еще есть дети. Да, у меня есть еще дочка старшая, ей 18 лет. Она студентка ДВФУ. Сейчас как раз она приехала домой на каникулы. Ух ты, здорово. Да, и как они, например, ладят, допустим, с братом? Ну, на самом деле в нашей семье мы никогда не делали акцент на то, что у моего сына инвалидность. То есть мы привыкли к нему как к обычному ребенку. И не только мы, наша семья, а все окружающие, наши друзья. Никто не относится к нему как к какому-то другому. И да, есть у него какие-то там недопонимания, он не такой, как все. И даже если это видно невооруженным глазом, в любом случае никто не относится к нему как к ребенку с особенностями, потому что мы так к нему не относимся. Угу. Вы очень правильно. изначально, да? То есть Да, как вы поставили изначально. такую позицию? Мгм. Мгм. И он не жалуется? Да нет. И мне кажется, ему даже нравится. Он везде участвует, он очень активный, он старается тоже быть везде, поэтому мне кажется, ему так удобней, чем когда человек начинает себя жалеть. Да? Но это тоже очень важно, особенно в подростковом возрасте, чтобы ребенок не начинал себя жалеть. Ой, я не могу, у меня что-то болит. Да? На самом деле это может войти в привычку, и для него это же и хуже. Ну да, согласна. Ну, то есть благодаря, в принципе, своим родителям, воспитанию, да, которое они дали, то он мог социализироваться. Да, ну я еще на самом деле расскажу немножко, то есть забегая вперед, что у нас Олеся Эдиковна, помимо того, что у нее так много ролей есть в жизни, она плюс еще и канистерапевт. И канистерапевт совместно со своим сыном, да, как раз-таки? Да, как раз-таки. Можете немножко об этом рассказать? Ну, в канистерапевт изначально не я, изначально это как раз и есть мой сын. Он при поступлении в 1 класс у него в школе были занятия по канистерапии. Их вела единственная в республике канистерапевт Любовь Петровна Андреева. Ему очень понравились эти занятия, и очень неожиданно у нас появилась собака. Собака тоже как-то сама по себе у нас появилась, мы не планировали ее брать. После этих занятий мой сын приходил домой и занимался вот как раз с Мишей, собаку зовут Миша, тем, что он делал на уроках в школе. Ему было очень интересно, он приходил домой и тренировал его. То есть он его выучил полностью. Потом мы прошли специализированные курсы, получили удостоверение, что он канистерапевт. Любовь Петровна из города Якутска уехала, и мы остались здесь только канистерапевт. Да, Миша является единственным канистерапевтом в городе Якутске и занимается с детьми. Именно, терапевт — это врач, да, канис — это собака, собака-врач. То есть он занимается... На самом деле это направление очень популярное. Я вот читала статьи как раз-таки про канистерапию, и вот, например, в центральных городах это направление очень популярное. Да. И там создаются прям настоящие, то есть огромные центры.
Вот. Но у нас здесь, к сожалению, в Якутске проблема, да, такая есть. То есть желающих очень много. Желающих Да? очень Да. много. Вы, по-моему, это проводите на базе Харасхала, да, то есть канистерапию? Да, мы проводим в благотворительном фонде. Алисия Эдиковна, расскажите, пожалуйста, как вы провели в рамках нашего проекта, да, «Обнимаю сердцем», канистерапию? Вот у вас мы тоже проводили, да, канистерапию и планируем провести еще. На самом деле спрос у детей очень большой. У многих детей нет возможности у детей, у родителей завести собаку дома. Потом очень много детей со страхами. Да? Дети с инвалидностью, у них присутствует страх, они боятся. Канистерапия, даже температура животного, когда они гладят, очень благотворно влияет на детей. Температура животного выше, чем температура человека. Даже вот когда тактильные ощущения. Интуитивно приятнее. Интуитивно, да. Потом собака, чтобы правильно сказала команду, нужно ее правильно выговорить. Да, а для этого нужно стараться. Нужно стараться. Да. У нас тоже вот буквально через 15 секунд начнется опять очередной небольшой перерыв. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Хочу повторить, что у нас тут есть прямой номер телефона 32 1166. Если есть вопросы, звоните. Мы вернулись уже, и давайте продолжим общаться на такую интересную тему про канистерапию. Вот, мы сейчас обсуждали о том, что температура тела собаки, она выше, чем у человека, поэтому детям очень нравится, да, их как бы с ними вот контактировать. Да, детям на самом деле очень нравится и общение с животными, да, это же не то, чтобы общаться с человеком. И на самом деле очень большое влияние оказывает на плохо говорящих детей. Чтобы собака поняла твою команду, ему нужно сказать правильно команду. То есть такие тонкости, это его мотивирует, чтобы мотивирует, четче выговаривать. чтобы четче Все, я поняла. Да. То есть все равно оно фокусирует внимание. Да? Тут есть у детей проблемы, которые не фокусируют внимание, да? А тут вот они прямо нужно. А курс из скольки вот занятий состоит? 4 занятия. 4 занятия, да? То есть за это время ребенок, в принципе... У ребенка пропадают страхи, он становится более контактным. А можно вот вернуться как раз-таки к теме спроса? Я так понимаю, что у нас желающих много, а канистерапевт по имени Миша один в Якутске. Вообще, как вот стать канистерапевтом? Что это за процедура? Все ли собаки могут подойти, допустим? Нет, на самом деле не все собаки могут подойти. Собака должна быть очень спокойной для того, чтобы заниматься с детьми. То есть у собаки должно быть в приоритете не свое желание, да, ему охота там полаять, побегать, а желание вот ребенка и как себя правильно вести. Канистерапевт не должен лаять на занятиях, чтобы не напугать детей. Это тоже очень важно. Очень много нюансов, поэтому не каждая собака может стать канистерапевтом. Их отбирают еще щенками. Очень спокойные щенки должны быть, очень контактные. Понятно. И обучение, в принципе, оно может проходить самостоятельно, но при этом нужно ехать в какой-то там центр, да, чтобы получить удостоверение. Да. Понятно. Но я просто на самом деле думаю, что у нас тут есть же проблема, да, в городе Якутске с собаками. Ну, конечно, это, наверное, слишком такая амбициозная, как бы, да, идея, но мне кажется, что если кто-то займется этим, было бы здорово. Ну, на самом деле нужно, во-первых, собака должна быть абсолютно здоровая полностью. Это тоже про ветеринарный паспорт. И потом с самого маленького возраста, то есть щенком. Прям щеночка. А у вас Миша прям был щенком? У нас подросший он был подростком. А размер собаки, он обязательно, на чтобы самом они были деле мелкие? Не обязательно, просто для детей, у которых есть страх, да, многие же дети боятся, очень хорошо, когда собака небольшая. Понятно. Ну, на самом деле, тема канистерапии, она такая интересная, и кажется, что сегодняшний эфир нужно было назвать канистерапевты, а не про всероссийское, да, общество. Но давайте все-таки вернемся к теме нашего эфира про всероссийское общество родителей детей с инвалидностью, да. Мне все-таки интересно, вот какие еще, может быть, были такие запоминающиеся моменты в работе? Чего вы добились? Ну, на самом деле, мы очень много добились за этот год, да.
очень много у нас было. Мы впервые в этом году наше региональное отделение номинировали. Во-первых, провели здесь, в региональном отделении, всероссийскую премию «Родительское спасибо». Это премия в Орди, на которой родители хотели бы сказать спасибо тем людям, которые многое делают для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью. И также нашего номинанта мы номинировали на федеральный этап премии. Номинантом федерального этапа стала и министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова. И это очень радует. Это вот Республика Саха-Якутия впервые вот в этом году участвовала. Здорово, премии. очень здорово. Отлично. Ну, я думаю, что у нас те люди, которым это нужно, которые заинтересовались, они запишут контактные данные, да, которые у нас будут в самом конце эфира на экране выставлены. Поэтому я думаю, что по всем вопросам можно к вам обратиться. Да, да? Алисия Диковна у нас человек очень отзывчивый, неравнодушный, понятный. И я думаю, что вы ответите, да, на их вопросы. Конечно, обязательно. Да, я очень рада, на самом деле, что вот в рамках этого проекта нашего, да, вот я, например, лично познакомилась с очень большим количеством людей, таких как вы, например. Я этому очень благодарна. Вот, поэтому давайте вернемся уже обратно к нашему общему проекту, да, проекту «Обнимая сердцем». И я хотела бы, Манира, тебя попросить, чтобы ты анонсировала мастер-класс, который планируется, и, может быть, вот, который буквально в ближайшее время. Да, наверное, я расскажу про мартовские наши, да, мастер-классы. Завтра мы планируем, завтра расскажу, мастер-класс у нас будет по пошиву свитшота. Свитшот это Свитшот это вот получается, смотрите, вот на мне такая кофточка. Можно я продемонстрирую? Вы не против? Вот, получается такой свитшот. Угу. То есть они будут сами шить это? Смотрите, как будет, да, вот вообще концепция данного мастер-класса. Откликнулась многодетная мамочка, Ася Слепцова ее зовут. Вот она подарила мне этот свитшот, кстати, вот, который я продемонстрировала. Завтра вот мы будем шить вот такой вот свитшот. Вот лекало очень простое, тоже на базе смарт-библиотеки. Придет мастер-класс. Ася, значит, расскажет особенности кроя. Будет работа с готовой выкройкой у нас. То есть они будут заранее подготовлены? Да. Ася все это принесет, она принесет с собой машинку, как бы на практике это все она покажет, сам процесс, да, шитья. Потом, пошива имеется в виду. Также вот работа с машинкой будет. И в конце Асия тоже проведет такую небольшую викторину, будет задавать вопросы по итогам мастер-класса и подарит вот готовый свитшот. То есть у нас пока что нет возможности, получается, организовать вот все машинки, да, швейные. Но на самом деле это вот тоже вот. Поэтому Ася свою машинку принесет и будет показывать. То есть каждый участник, он сможет тоже прийти и попробовать. То есть вообще посыл какой был, да, Ася сама мне рассказала, что она говорит о том, что люди с инвалидностью, они перешивают себе одежду. То есть в любом случае они вот не могут себе вот что-то вот купить, и в дальнейшем, чтобы они смогли себе перешить одежду под свой размер. То есть это не разовая какая-то акция, знаете, вот чтобы вот просто провести мастер-класс, да? Нет. Люди будут дальше дома сидеть и вот именно шить. Свитшот да, себе. Замечательный навык. Я согласна с этим. Здорово. И вообще, кстати, возвращаясь к ангелам добра, нашим замечательным, да, которых мы уже упомянули, которые будут у нас вообще, в принципе, в проекте еще участвовать, хочу все равно обратить внимание на то, что мы ждем в наши ряды еще большее количество ангелов добра, которые хотят делиться, которые могут поделиться своими знаниями, навыками, умениями. Например, вот сейчас у нас же такой бум, да, вот уже как бы в Якутске потеплело, и все уже думают, что практически весна наступила. И вот мы буквально с тобой, да, это обсуждали вчера, что как бы было бы классно, если бы к нам в проект пришли, например, цветочники, допустим. Провести, допустим, мастер-класс по рассаде. И мы могли бы, например, опять же, вот на базе наших партнеров смарт-библиотеки провести какой-то мастер-класс по рассаде. По высаживанию цветов, например. Да. Может быть, ботанический сад?
Может быть, ботанический сад. И, возможно, мы могли бы, например, попросить кого-то там, например, из коррекционных школ, да, или там средних образовательных, чтобы в течение определенного времени за этой рассаду ухаживали, и потом Это мы своего выбрали... рода терапия тоже. На самом Да. деле мы в классе у моего ребенка проводили вот такой как бы урок вместо урока окружающего мира. Мы принесли стаканчики, посадили туда семена цветов, потому что у всех же родителей обычно в школах просят цветы. Да. Да. В конце учебного года мы Да. поставили эти стаканчики, каждый ребенок знал, где его цветы, и они их поливали. Ну вот классно. А вот представляете, если они будут за ними там ухаживать, да, а потом можно бы, допустим, когда у нас там период засаживания. Высаживание, Высаживание. да. Ну вот в ограде школы высадить, да. Было бы классно на самом деле. И вот если бы у нас там цветочники, или, например, пришли бы кто-нибудь, кто умеет там гончарным делом заниматься. Но я Да. знаю, что на самом деле на базе Харасхала, да, есть керамическая Да, студия керамическая классная. студия вообще. Но мне кажется, что, в принципе, как бы можно этим не ограничиваться. Если есть желающие, то можно было бы. Я сама просто сейчас хожу на мастер-классы по гончарному делу и просто балдею там, потому что это нереальная медитация. Красота. Да. Если, например, к нам пришли бы, допустим, ангелами добра художники, которым научили бы рисовать картины, допустим, да? Вот у нас, кстати, в рядах наших организаторов, да, ангелов добра, есть арт-терапевт, фотограф Наталья Яковлева. Да. Она да. будет проводить в марте, вот если вот Ну, у нее возвращаться какой-то к потрясающий, мероприятиям. по-моему, такой прям Да. мастер-класс был, да? Да, у нее там концепция тоже Мгм. такая интересная. То есть каждый ребенок. Ну, я не буду рассказывать, да, всего сюжета данного мастер-класса, но Ну, так, вкратце, чуть-чуть, чтобы Да, была ну, небольшая загадка. получается, она даст детям задание Мгм. написать свое имя и Мгм. прочувствовать это тело. Я вот не знаю, как это будет выглядеть на самом деле. Вот с Наташей тоже общались. Я сама занимаюсь фото. Мгм. Я буду фотографировать детишек тоже, да, вот как бы. Вообще мы думали делать какую-то фототерапию, потом Мгм. арт-терапию. У нас очень много идей, и отрадно, что в нашем кругу, да, вот такие вот творческие люди, и когда мы собираемся генерировать какие-то проекты, идеи, у нас вот постоянно вот и там идея, и здесь идея, да, вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы индивидуальные предприниматели, общественные деятели поддерживали наш проект, услышали нас, как бы предлагали свои тоже идеи, услуги. Мгм. Ну вот, было бы здорово. Да, было бы здорово на самом деле, потому что сейчас, конечно, вот этого не хватает, потому что идеи есть, есть пространство, есть люди, которые могут это организовать, вот нет просто иногда каких-то возможностей, да, там элементарно. Вот, поэтому мы надеемся на то, что к нам в ближайшее время будут поступать заявочки, да. Вот нам Да. уже напоминает о том, что у нас выходит время. Классный эфир прошел, быстро закончилось время. Я прям не наговорилась с вами. Замечательные Спасибо гости. Я большое. очень рада, что вы пришли сегодня. Да, давайте, в общем, прощаться с нашими зрителями. Всем пока. Обнимаем сердцем.